Музей музыки и фольклора народов Якутии представляет виртуальную выставку «Традиционные праздники коренных малочисленных народов Севера Якутии». Сегодня, 9 августа, во всем мире отмечается Международный день коренных народов мира. Коренные народы проживают во всех регионах мира. Их по меньшей мере от 370 до 500 миллионов человек, что составляет наибольшую часть мирового культурного разнообразия. На основании статьи 1 Федерального закона о гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации к перечню коренных малочисленных народов Севера относятся следующие аборигенные этносы Республики Саха-Якутия. Это долганы, эвены, эвенки, чукчи и юкагиры. Миссией нашего музея является популяризация накопленных наукой знаний о традиционной культуре, фольклоре коренных народов Якутии – якутов, эвенов, эвенков, юкагиров, чукчи, долган и русских старожилов Арктики. Главное направление – это сотрудничество с общинами коренных малочисленных народов Севера. Музей возрождает утраченные в течение XX века главные календарные праздники – эвенкийский Бакалдын, встреча солнца арктических народов, эвенский праздник цветения тундры и юкагирский Шахаджбе. Благодаря выявлению знатоков традиционной культуры записывается фольклор эвенов, эвенков, юкагиров, русскоустинцев и других народов. Музей визуализирует устные памятники духовного наследия, создает видеоэкспонаты и анимационные фильмы на основе устной народной традиции коренных малочисленных народов Севера Якутии. Впервые в 1989 году по инициативе основателя музея Аизы Петровны Решетниковой, которая также написала и сценарий мероприятия, в городе Якутске был проведен эвенкийский праздник Бакалдын, далее ставший ежегодным. Бакалдын по-эвенкийски переводится как «встреча». Это праздник встречи солнца у эвенков. Праздник проводится в самом начале лета, когда распускаются почки лиственницы. Начало лета означает у эвенков начало Нового года. Традиционно праздник начинался с обрядов: приветствие через священного оленя, очищение чичевкавун, завязывание небесных ленточек сулгани, причащение к рудовому огню элловка и кормление огня имты. После суровой и холодной зимы, при наступлении теплых дней, жители общин устраивали праздник. Собирались эвенки на определенном заранее выбранном месте. Праздничные встречи, проводимые каждый год, позволяли обмениваться информацией и общаться с семьям, так как зимой общины кочевали в поисках мясного и пушного зверя и очень редко встречались. А основная цель современного праздника – это активное общение эвенков между собой, налаживание контактов между представителями разных районов, активизация и возрождение эвенкийского языка, приобщение детей к традиционной культуре. А эвены Якутии ежегодно отмечают другой национальный календарный праздник – Эвенек. Праздник Эвенек отмечается эвенами в дни солнцестояния в начале июня. В этот праздник собирались эвены из всех родов, обменивались новостями за год и радовались наступившему лету, встречая солнце. Праздник Эвенек олицетворяет обновление природы, цветение тундры, рождение первого олененка. Как и большинство праздников северных народов, отмечается в дни солнцестояния на специальном священном месте. Украшением праздника Эвенек являются возрожденные обряды встречи солнца и нового годового цикла, круговые танцы, национальные песни и соревновательный забег. В современном обществе отмечается большой рост национального самосознания эвенов, стремление понять культуру и обычаи своего народа. Особенный интерес возникает у подрастающего поколения, которому очень важно приобщиться к культуре своего народа, узнать, какие праздники и обряды проводили их предки. Традиционный календарный праздник юкагиров называется Шахаджбе. Шахаджбе в переводе с юкагирского означает «место для сборов». В старину в начале лета все юкагирские роды съезжались на общее собрание.
Издревле на Шахаджибе юкагиры встречались с сородичами, обменивались новостями, уточняли планы на следующие сезоны, места кочевий оленей, охотничьих и рыболовных промыслов и, конечно же, веселились, пели народные песни, танцевали традиционные танцы, устраивали состязания. Отрадно, что юкагирский праздник также был возрожден и широко отмечается в самих местах проживания юкагиров и в столице нашей республики, городе Якутске. И ныне все традиции и обряды праздника соблюдаются. Также праздник положил начало и другим интересным состязаниям, например, по приготовлению ухи и юколы. Следующий традиционный праздник народов Севера – это праздник встречи Солнца. Он отмечается в конце января или начале февраля. Полярная ночь на северных широтах начинается в начале декабря и заканчивается в конце января следующего года. Примерно в это время, когда первый луч Солнца становится виден в юго-восточной части небосклона, снежный пейзаж на несколько минут озаряется нежно-розовым светом. В день, когда солнце впервые в году поднимается над горизонтом, проходит праздник Встреча Солнца. Это удивительный в своем роде светлый праздник, дошедший из глубины веков до наших дней, который олицетворяет радость обновления, надежды, света и мира. Первым инициатором и идейным вдохновителем проведения этого мероприятия в городе Якутске являлась Акулина Петровна Трайзе. Благодаря ее энтузиазму и активной деятельности, начиная с 2011 года, праздник Встречи Солнца проводится ежегодно и знакомит якутян с традициями и культурой народов Севера. Проводятся обряды поклонения духу огня и очищения, национальные игры, такие как метание маута, прыжки через нарты, бег на копытах. Гостям праздника преподносят блюда с вареным мясом и строганиной, исполняются традиционные песни и круговые танцы. Следующий праздник коренных малочисленных народов севера Якутии относительно недавно зародился, но уже успел стать традиционным. Это праздник цветения тундры. 4 июня этого года исполнилось ровно 10 лет, как впервые по инициативе также Акулины Петровны Трайзе был проведен праздник народов Севера «Цветение тундры». Организаторами праздника тогда выступили Музей музыки и фольклора народов Якутии, Ассоциация эвенов Республики Саха-Якутия, Управление студенческим развитием Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кировича Аммосова, Арктический государственный институт культуры и искусств, Якутский колледж культуры и искусств и Управление культуры муниципального образования город Якутск. Цветение тундры – это праздник всех коренных малочисленных народов Севера и Якутии. Праздник знаменует собой начало долгожданного для арктических народов лета. Он начинается зажжением огня дружбы. Представители собравшихся на празднике народов Севера – это эвенов, эвенков, юкагиров, далкан, чукчей, якутов и русских – зажигают огонь и совершают обряд кормления духов. А после этого обычно якутский алгысчит обращается к духам, чтобы они дали жаркое плодородное лето и совершает обряд очищения всех участников праздника. Праздник цветения тундры ежегодно проходит в местности Усхатын на площадке Тюгюльке «Северное сияние». Каждый год организаторы праздника сменяются по очереди. Главной целью праздника и тогда, и сейчас является в первую очередь возрождение утраченных игр предков народами Севера, приобщение гостей праздника к духовным ценностям, культурно-информационному полю народов, имеющих общую многовековую историю, что стало одним из значительных символов толерантности и консолидации народов Якутии и содействию развитию сотрудничества между общинами народов Севера. Ежегодно праздник цветения тундры посещает много гостей, где преобладающее большинство являются детьми и молодежью. На этом наша виртуальная выставка завершается. Надеемся, вам было интересно, и всем спасибо за внимание.